Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Арктическом государственном агротехнологическом университете состоялся 5-й республиканский лесопромышленный форум «Современные технологии, качество, конкурентоспособность, эффективность». Форум собрал более 100 специалистов, студентов и аспирантов. Гость в нашей студии сегодня Игорь Григорьев, профессор, доктор технических наук, модератор Республиканского лесопромышленного форума. Игорь Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот форум является одним из центральных мероприятий в сфере лесопромышленного комплекса региона. Вот каковы основные моменты форума этого года, в чем они будут отражаться? Этот форум показал, что, во-первых, то, о чем говорят, что нам необходимо импортозамещение в условиях санкций, оно уже есть. И на этом форуме были представлены практически все новейшие технические и технологические разработки отраслевые. Надо сказать, что на полях форума, хотя он шел один день, впервые были заключены 2 договора с гостями, нашими спикерами, которые приехали, соответственно, местные промышленники за один день услышали. Причем эти оба договора были от слушателей онлайн, которые вышли, соответственно, на связь, их нашли. Это очень приятные моменты. Мы показали себя как университет, как центр лесных компетенций, ну, не только в Якутии, наверное, на всем Дальнем Востоке. Это единственный форум, который постоянно проводится учебным заведением вообще в Российской Федерации. И надо сказать, что для Якутии это еще позволило показать, что современная лесозаготовка – это не лесоруб с топорой или бензопилой. Это беспилотные технологии, цифровые технологии. Скажем так, это уже не ватник, это уже не сапоги, это компьютер, беспилотники. И очень надеюсь, что те, кто нас смотрели или посмотрят в записи, те это увидят. Ну вот в настоящее время, да, лесное образование не очень-то и востребовано у молодежи. Вот расскажите, как вы попали в лесную отрасль? Ну, надо сказать, что оно уже довольно давно не очень востребовано. Есть, конечно, лесные династии среди лесников, но их не так много. А я, наверное, как у многих, жизнь сложилась совершенно случайно. После школы я пошел в училище, после училища я работал мотористом, и все технические вещи мне были интересны. Я решил поступить на инженера-механика, и чисто территориально к моему дому была ближе всего лесотехническая академия, где был лесомеханический факультет. Я на него поступил, и где-то в курсе на 3-м, просто как на русское слабо, мы поспорили, что мне не слабо параллельно закончить 2-е высшее на экономиста. И когда я закончил в 96-м году очное на инженера-механика, оставалось еще 2 года учиться на заочном. Работы тогда в середине 90-х никакой не было, чтобы кто-то на сессию отпустил на 40 дней. Тоже я поступил в аспирантуру. И вот здесь мне очень повезло, потому что в те годы в науку, в образование не шел почти никто, и меня одного учили 4 профессора, то есть 4 человека пытались передать в меня. Я оказался как вот то горловина песочных часов, куда... Вот. И мне очень повезло с этими людьми. Я не буду перечислять фамилии, их много. Их, к сожалению, с нами уже нет, но я вот считаю, что они сделали меня тем, кто я есть. Ну вот с высоты вашего опыта, как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы вот привлечь молодежь в лесную отрасль, вот, как повысить эффективность подготовки молодых специалистов сегодня? Ну, с точки зрения, я бы разделил на 2 вопроса этот вопрос. Как повысить привлекательность? Ну, прежде всего, популяризация. Помните, когда-то старшее поколение помнит фильм «Девчата» и так далее. И сейчас можно снимать хорошее кино с хорошими сценариями, показывая жизнь современных лесников. Да, сейчас уже не так много за запахом тайги, да, за туманом, но они есть еще, и это об этом нужно показывать. Пока я современного кино, которое всегда было рупором, да, я не вижу про лесников. Что касательно, как повысить эффективность, ну, так скажем, при современных подходах Министерства образования и науки никак. Потому что у нас есть и общие проблемы высшего образования, это прежде всего подушевое финансирование. То есть мы обязаны выучить столько студентов, сколько набрали. Но и в советские годы никто не возражает, что советская система высшего образования была лучшей. Как раз была селекция. То есть доучивалось 50-40%, это было нормально. Сейчас отчислил 10 студентов, увольняет одного преподавателя. Не ректоры злые, но получается как? Если я не ставлю студенту экзамен, потому что он не знает, меня вызывает завкафедры, потому что ее заругает декан. А декан вызывает, потому что заругает проректор. Ну и по цепочке. Мы лишились самого главного — селекции.
все живое ленивое. И если люди видят, что можно и не учиться, они перестают учиться. И пока Министерство образования и науки вот с этим не разберется. Кроме того, проблема, конечно, вот сейчас заявили, что переход на болонскую систему был ошибкой. Но ведь никто же не ответил за эту ошибку, верно? Мы видим тех людей, которые 20 лет назад говорили, что это хорошо, они по-прежнему принимают решения, в других отраслях. А как говорил Иосиф Виссарионович, у каждой ошибки есть своя фамилия, имя и отчество. И что сейчас предлагается? Не вернуться к инженерному образованию. Опять тоже трехуровневое, только теперь не бакалавриат, а базовое. То есть мы выпускали бакалавров в теме базовиков, или не очень понимаю. Я не очень знаю, есть ли в Министерстве образования люди, которые прошли путь в высшей школе, там, допустим, от ассистента до профессора. Потому что когда процессом управляют люди, плохо себе представляющие процесс, мы получаем вал бумаг, ну и так далее. И это общие проблемы. А что касается специфики, у нас есть очень мощные когда-то школы, вузы, Петербург, Москва. Давайте думать, а кто видел их выпускников в лесу? Ведь кто оттуда поедет в лес? И мы много раз говорим, и я лично говорил, и на уровне министерства, и на уровне парламентских служб, что учить лесников надо в лесу. Не надо больше денег, их нужно просто разумно тратить, готовить кадры там, где лес есть. И сейчас многие лесопромышленные мощные корпорации пошли на то, что они вынуждены создавать свои корпоративные университеты, чтобы готовить себе кадров. Из кого? Опять-таки из местных, то есть Архангельская область, Иркутская область. Мы сейчас проговариваем про Якутию. То есть они платят налоги, чтобы мы готовили персонал, но персонал готовит в Москве и в Петербурге, они его не видят. Вот, в общем, такие вот сейчас результаты. Вот поговорим о самом лесопромышленном комплексе. Вот санкции, введенные против нашей страны, существенно осложнили работу лесной отрасли вот в плане обеспечения оборудованием, запасными частями, вот, машинами. Вот что необходимо сделать, чтобы возродить некогда передовое отечественное лесное машиностроение? Здесь, опять-таки, все начинается с руководства и управления. Мы с вами помним, что рыба гниет с головы. А у нас головы в лесу нет вообще. Вот смотрите, как получается. Каждый, наверное, квартал, ну полгода точно, Владимир Владимирович выслушивает доклады об успехах нашего сельскохозяйственного производства. Да? И каждый примерно квартал, ну раз в полгода точно, он собирает совещание по проблемам лесного комплекса. То есть у наших коллег-аграриев есть успехи, а у лесников есть проблемы. Почему? Потому что у нас есть Министерство сельского хозяйства, которое управляет всеми процессами машиностроения, подготовки кадров, ну и так далее. А Министерства лесного комплекса нет. У нас более 40 министерств и ведомств так или иначе отвечают за лес. То есть это не 7 нянек, это 47 нянек со всеми вытекающими последствиями. И даже сейчас можно видеть, мало того, что лет еще 20 назад говорили, когда уничтожались фактически наши заводы лесного машиностроения, что ж вы делаете? 10 лет назад, когда органы власти говорили нам, тростливым специалистам, ребята, надо возрождать, а мы им. Но этот пинбол вот такой, были поручения Владимира Владимировича, которые ничем не заканчивались в результате. И пока у нас министерства не будет, которое будет четко распределять финансовые потоки, ведь даже так, навскидку, можно перечислить несколько довольно больших проектов. Если покопаться в интернете, можно найти красивые репортажи, там тот же проект Четра, в которые были вбуханы огромные деньги, но результатом это не кончилось. Опять почему? Потому что нет ответственности, никто не отвечает за результат. Будет министерство, будет разумный подход. Вот сейчас очень хороший проект, практически реализован в Республике Карелия, завод Амкадор, который будет делать харвестеры и форвардеры вместо ушедших, ну, туда ему дорога, собственно, да, сами так и решили. Вот. Было обещано хорошее федеральное финансирование. Только начали подходить уже к финалу, финансирование переходит на компанию КАМАЗ. Но КАМАЗ-то делает грузовики, а здесь машины, у нас же ушли не только лесные машины, у нас ушли Мерседес, Сису, Вольво, Маны, которые были магистральными лесовозами. Логично тогда попросить КАМАЗ делать их, а не делать то, чего они никогда не делали. А тут, вот опять-таки, у нас нет руководства, и главное, у нас нет ответственности тех, кто тратит, в общем, наши с вами деньги. Вот известна огромная, да, экосистемная роль лесов, да, на них возлагаются большие надежды вот в плане борьбы с глобальным потеплением в том числе. Да. Вот в нашей стране создаются карбоновые полигоны. Вот на ваш взгляд, насколько успешны эти проекты и есть ли перспективы их реализации в Якутии? Знаете, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, а в общем специалистов в лесной отрасли и экологов, вообще это карбоновый полигон – это огромная афера.
Просто огромная, как, может быть, вы помните, в 99 году была проблема перехода через ноль. Как же компьютеры поймут, что уже 2000 год, были потрачены огромные деньги. Чем закончилось? Ничем. Компьютеры спокойно, вот лично мой компьютер дома, еще не подключенный к интернету. И здесь все то же самое. Россия вообще является глобальным депонентом углерода. А климат цикличен. И мы с вами можем проследить по истории. Например, когда был Ренессанс, было глобальное потепление, хороший урожай, стало что кушать, люди занялись наукой, искусством и так далее. Потом было глобальное похолодание, расселение народов, немцы ехали к нам, кто-то ехал в Америку, только что открытую. Сейчас мы опять стоим на той синусоиде потепления, которое, как я слышал доклад одного очень известного климатолога, к 60-м году мы пойдем опять назад вниз. Это мы слишком маленькие, чтобы как-то приблизиться к эффекту солнечного воздействия. Солнце то так, то так. Более того, это подтверждается как минимум наукой дендрохронологии, потому что каждое дерево, в зависимости от того, насколько ему тепло или холодно, дает годичное кольцо. По ширине годичных колец на тех же секвоях можно за 1000 лет проследить климат. То есть это изначально афера западная. И когда наше Министерство образования, опять-таки, да, некоторые компании в это ввязались, что вот мы будем продавать вот эти вот карбоновые единицы, да никогда мы не будем, потому что, как по Крылову, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, да, и никогда нам это не зачтут. То есть это бессмысленно, опять-таки, трата денег, и если брать леса на вечной мерзлоте, то есть Якутию, то они как раз являются глобальным депонентом углерода, только в тех случаях, когда они молодые, преуспевающие, спелые. Как только они начинают из-за того, что их не рубили или их тушили, распадаться, весь этот углерод выбрасывается опять в атмосферу. Поэтому, исходя из современной политики, это бессмысленное совершенно занятие. А вот насколько целесообразно в России введение практики частной собственности на лесные участки, вот, по примеру западных стран? Это вот очень интересный вопрос. Он двоякий. Здесь, наверное, нет однозначного решения. Вообще действующий лесной кодекс, а он действует уже с 2007 года, 13 лет, он был изначально прописан с точки зрения приватизации лесов, потому что на тот момент уже нефть, газ, все было приватизировано, а лес вдруг почему-то нет. И в самый последний момент, насколько я знаю от коллег, Владимир Владимирович убедили, что так не надо. Поэтому и кодекс получился такой, мягко говоря, несовершенный. Ведь мы уже знаем примерно 60-ю версию, 60-ю, за 16 лет его работы, действия. И с одной стороны, да, это, наверное, эффективно, потому что человек за своим собственным лесом следит. Но тут нужно понимать, что, может быть, по ментальности я не убежден, что мы доросли, потому что мы как привыкли пользоваться своей собственностью? Мое делаю, что хочу. Мы видим с вами, как там собственники квартир сдают и мешают соседям. Но ведь в европейском законодательстве лесовладелец соблюдает очень много жестких требований. Что он должен делать, охранять, вкладываться. Нельзя не пустить людей на свой участок. А представь себе, у нас рядом с каким-нибудь сельским поселением человек возьмет частную собственность леса и не пустит за грибами. Это же на вилы поднимут. Вот. И я, честно говоря, не готов ответить. Здесь есть свои плюсы и свои минусы. Это должен быть очень серьезно проговариваемый такой общественный договор. Насколько общество к этому готово. Но в целом я считаю, что к этому надо во всяком случае идти. Сейчас в Якутии вот заготавливают небольшие объемы древесины. Вот с чем это связано? И насколько такая ситуация полезна для Якутии? Это, в общем, объективная реальность. Бизнес есть бизнес, у него каких-то эмоций нет. Во-первых, огромное расстояние. Во-вторых, очень слабо развитая дорожная сеть. Ведь в целом по Дальнему Востоку при расстоянии вывозки где-то 300 километров, а уже даже больше, ну, примерно 80% себестоимости это транспорт. А понятно, что мы работаем в жесткой конкурентной среде, и если нас уже с рынка Китая начинает выпихивать Новая Зеландия, у них получается дешевле, то это, во-первых. Во-вторых, довольно суровые климатические условия, весьма, ну, скажем так, не самый качественный лес, какой можно предложить на рынке. И более того, некачественный по двум причинам. Во-первых, климат, а во-вторых, ведь есть понятие лесного хозяйства. Но как такового лесного хозяйства в Якутии не ведется и не велось. Ведь если мы с вами занимаемся огородом, мы будем пропалывать, прореживать. А здесь лес пущен на саморост, и результат, собственно, получается вот такой. То есть если будет лесное хозяйство, будет качественная древесина. Будет качественная древесина, ну и так далее. К чему это приводит? Ну, во-первых, мы горим, потому что древесине, которая отпадает, больше деться некуда. У нас мерзлота, она практически не перегнивает.
с учетом того, что леса лиственничные, то есть хвоя лиственница опадает, высыхает, это вообще как порох. Вот. Мы горим, мы, кроме того, ну, примерно 40% наших лесов, 40%, это немало, в ближайшие годы перейдут в перестойный, то есть в разряд распада. А раньше, когда не было ЧЭКа, эта проблема природы решалась катастрофическим лесным пожаром. Все сгорало, и вырастал новый лес, никаких проблем не было тысячи лет. Нас пожары не устраивают, мы их начинаем тушить. То есть, по факту, это как будто мы перестали хранить наших павших. Нам же рядом с ними тоже не очень хорошо. И мы лесу не даем обновляться пожаром, и мы его не рубим. Ну, не дадим сгореть и не срубим, значит, будут вспышки насекомых, вредителей, болезней леса. Кого у нас больше в поликлинике? Пожилых людей. Почему? Ослабляется иммунитет. Лес тоже организм. И он тоже, входя в определенный возраст, он, в общем, не вечный. Ну и в завершении нашей беседы оцените состояние и перспективы развития факультета лесного комплекса и землеустройства в АГАТУ. Я считаю, что перспективы у нас очень хорошие. Во-первых, мы молодой коллектив, нам всего 5 лет. Это самая энергия роста, если хотите. Во-вторых, когда мы его создавали, нельзя не признать, что мы оснастились, ну, по самому последнему слову техники, не потратив на это ни копейки. То есть такие компании, как Штиль, как Husqvarna, как Ponce, как Timbeter и ряд других предоставили нам безвозмездно все свое оборудование, учебные материалы. Опять-таки они понимали, что здесь их потенциальные потребители. Я ни разу не видел, чтобы они дарили то же самое в центральные вузы, потому что бессмысленно. Все равно люди, даже изучившие, не пойдут работать в лес. У нас очень хорошие перспективы по нашим связям, например, с ассоциацией «Русский лес». Это крупнейшая ассоциация лесопромышленников России, которая готова на нашей базе создать вот как раз упомянутый мной вариант корпоративного университета, чтобы не проходить лицензирование и все прочее, что необходимо, зато предоставлять нам кого учить, давать места практики, потому что, опять-таки, машины и оборудования у нас нет в оперативном управлении, но мы не для этого, собственно, нужны. У нас открыта магистратура, аспирантура. У нас выиграно в прошлом году и в этом 2 больших гранта Российского научного фонда. То есть видят, что мы далеко не последние в науке. И если еще федеральные власти поймут, где надо действительно учить лесников, нам не хватает единственное помещение. Вот, потому что изначально лесное направление было не самым главным в университете, хотя сейчас оно является, я бы сказал, ну, тяговой силой и по финансированию науки и так далее. Вот будь у нас еще помещение, мы тогда развернемся, и через еще 5 лет буду очень рад вас пригласить, посмотреть, как получилось. Ну что ж, Игорь Владиславович, большое спасибо за интересную беседу. Желаем вам, конечно же, найти собственное помещение, побольше благодарных студентов, чтобы они все заканчивали учебу и шли работать обязательно по своей специальности. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.